Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в селе Выльгард. Буквально недавно здесь мы делали разметку свайного поля, натягивали шнурку, а теперь уже приступили к строительству. Посмотрите, какой красивый, интересный дом будет. Параметры дома 8 на 8, плюс еще вот такое крылечко, балкончик и угловая терраса. Очень красивый, интересный дом. Давайте посмотрим планировку дома. Вот у нас план первого этажа. Заходим на крылечко, кладем сумки, открываем дверь. Прекрасно. Зашли. Попадаем в тамбур. Здесь, допустим, раздеваемся. У нас рядышком хозяйственное помещение, где могут быть лопаты, допустим, да, или санки, или коляска. Идем дальше. Санузел. Проходим. У нас тут холл, да, видим хозяйственное помещение в конце. Вот еще какое на 7 квадратов. Далее кухня и гостиная. Поднимаемся на второй этаж. Вот по лестнице поднимаемся на второй этаж. У нас над хозяйственным помещением санузел, тоже очень удобно проводить коммуникации. И 3 просторные, хорошие спальни. Ну, мы только стартуем, но есть уже что интересного показать. Значит, посмотрите, у нас идет обвязочный брус 200 на 200, мощный, большой. Вся стыковка обвязочного бруса идет только по центрам сваи. В нижней части обвязочный брус обязательно крепится глухарями. Это видно вот раз и с той стороны. То есть оголовник сваи скрепляется с обвязочным брусом глухарями вот такого диаметра. То есть надежно. Рубероид нужен как гидроизоляционный слой. Все, чтобы древесина не страдала. Дальше у нас идет вот этот брус 200 на 200, мощный. Посмотрите, какая высота. С кисть мою, да. Он не прогибается, то есть выдержит все нагрузки, все бытовые, снеговые, ветровые, всю массу дома будет распределять вот на данные сваи. Хороший брус. Второй венец тоже 200 миллиметров, 20 сантиметров на 100 миллиметров. Для чего? Ну, как говорил уже в роликах предыдущих, для того, чтобы впилить сюда хорошие лаги, тоже 20 сантиметров высотой. Пол, следовательно, у нас будет утепляться тоже 20 сантиметров базальтового утеплителя. Пол будет теплый. Ну и кроме того, здесь длина комнат по 4 метра. Следовательно, лаги должны быть такими, чтобы они не прогибались на длину пролета 4 метра. Вот запас прочности у лаг. Вот у нас лаги уже готовы. Мы их привезли. Вот у нас лаги 200 на 100. Вот данные лаги не прогибаются на длину пролета до 4,5 метров. То есть с запасом. То есть хорошие лаги. Кроме того, мы не уменьшаем сечение, мы их не подпиливаем. То есть они как есть, такого сечения и устанавливаем. Видите, вот технические отверстия уже для лаг готовятся, мы их просто туда установим. Далее, еще какие нюансы. Как у нас идет стыковка. Мы не уменьшаем сечение самого обвязочного бруса. Видите, он у нас вертикально стоит. Иногда используют устройство обвязочного бруса в лапу. То есть пропиливают вот здесь, и здесь идет ослабление бруса, то есть уменьшает его сечение. Мы укладываем обвязочный брус строго вертикально. Ведь рука как будет прочнее, когда она вертикально или когда она горизонтально? Как она стоит вертикально, брус стоит вертикально, нагрузку он держит куда больше. Так, это очень важно. Ну, вот такие мелочи, да, но они важны. Мы применяем очень много крепежных элементов. Это обязательно уголки, усиленные, скрепленные глухарями, ну и желтыми саморезами. То есть также глухари вот такого диаметра. Кроме того, постараюсь показать. Да, видно. Вот там черненькое такое. Вот тут черненькое. Я сейчас приближу камеру. Это еще строительные скобы. Мы скрепляем все угловые соединения. То есть такие скрытые работы, которые вы не видите, но мы проводим. То есть обвязка должна быть сделана очень хорошо. Пусть кому-то покажется, что эта работа где-то чрезмерная, да, но эта работа делается один раз. Это основа дома, это скелет. То есть как будет сделана обвязка, как будут сделаны полы, стены, кровля, от этого будет зависеть в дальнейшем целостность всех конструкций. Вы же к этому каркасу будете привязывать уже отделочные работы, привязывать коммуникации. То есть если эта работа будет сделана плохо, поведет все. Поэтому работа должна быть сделана хорошо. И плюс пусть будет небольшой запас прочности.
Я думаю, вы не против, если мы заложим сюда запас прочности. Также обращу внимание на наши узловые элементы. Мы сначала прочерчиваем карандашиком, потом четко пилим. Четко по карандашу. Наши профессиональные узловые элементы, наша коронка. Показываю. Вот еще стыковка стен. Видите, в полуласточка, тоже все под карандашик, все аккуратно. Видите, след от карандаша, чертим, потом пилим. Поэтому вот такое хорошее качество. Ну и на геля обязательно. На геля везде. Вот стыковка внутренних стен. Посмотрите, как красиво сделано. Тоже профессионально. Нет рваных запилов. Посмотрите, как все подогнано, да? То есть стены ходить, шататься не будут. Все четко. А, как это перфекционизм. Смотрите. Чертим, потом четко-четко пилим. Это красота. Это просто строительный кайф какой-то. Экстаз, можно сказать. Ну, для меня, по крайней мере, да. Так. И это везде. Посмотрите, как классно. Видите, как четко подогнано. Ай, блин, как это... Блин, это просто шикарно. Просто строительный экстаз. И так везде. Каждый элемент, видите, да? Видите, каждый элемент. Стыковка брусьев по длине обязательно на геля. И все четко. Все четко под карандашик. Каждый элемент. Видите? А их очень много. Этих элементов. Именно из мелочей складывается качество дома. Посмотрите, какой брус, какая стыковка, да, идет брусьев, какие узловые элементы, какая крепежка. Ну и в целом, какое отношение строителей к работе. Я думаю, это видно, что строится реально классно, строится с душой. То есть, ну, мы душу вкладываем, поэтому я думаю, вы нас и выбираете тоже. То есть, поэтому у нас и очередь обычно на 2, а то и 3 месяца вперед. Это вам спасибо. Мы стараемся для вас. И вы нас благодарите тем, что вы доверяете нам дом своей мечты. То есть это как-то так обоюдно. Так что вам спасибо, что выбираете нас. Посмотрите, как мастер четко пилит по карандашику, как все аккуратно, да? Посмотрите, как делаются запилы. Видите след от карандаша? Вот это профессионализм. Вот так изготавливаются элементы для вашего дома.
Посмотрите, насколько аккуратен, да, узловой элемент. Также все под карандашик, все аккуратно. И вот здесь видно, да, след от карандаша. Мастер пропилил четко по карандашку. Это уровень, это наше мастерство. То есть наша короночка, Дмитрий. Это наша коронка. Дорогие друзья, но если вам необходимо построить дом, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все вам расскажем, сделаем расчет. Но вы уже принимаете решение. Мы будем рады построить дом вашей мечты. До встречи! До встречи!